Сегодня пограничники традиционно отмечают свой профессиональный праздник. К слову, наша страна имеет самые протяженные границы в мире, около 60 тысяч километров, и граничит с 18 странами. В Ингушетии основные погранзаставы сосредоточены в Джарахском районе. Это Изми, Шон, Таргим. Залина Магушкова на службе. Надежная охрана границ государства – первое условие его независимости. Дело чести каждого, кому выпало носить зеленую фуражку. Военнослужащие пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия, сохраняя славные традиции, с честью выполняют служебно-боевые задачи по охране государственной границы на южных рубежах России, решительно пресекая любые попытки незаконного проникновения на территорию страны. В гору ходим, наряды. Бывает, руководим. Занятия проводим с сотрудниками, своими подчиненными. Объясняем, рассказываем. Спортивную работу проводим. Здесь служат пограничники из разных регионов, разных наций, но всех их объединяет одно дело, и ради него многие из них покинули свои родные места. Ответственность какая-то большая. Получается, я служу Родине, защищаю ее границы, и тем самым, получается, создаю покой своим близким, родственникам, знакомым. В Ингушетии все погранвойска сосредоточены в Джарахском районе. Он с двух сторон охраняется пограничниками. Контрольно-пропускные посты расположены в Изми при выезде из Асинского ущелья. Ворота в горы пограничники открывают лишь после просмотра багажа и российского паспорта. Поток увеличивается в период выходных и праздничных дней, а также в период проведения массовых мероприятий. Как вы знаете, на территории Джарахского района в последнее время в значительной мере увеличивается количество проведения различных культурных, религиозных, массовых, в том числе спортивных мероприятий. В связи с этим, приуроченных к Дню Республики, к различным праздникам, в связи с этим пассажиропоток в значительной мере увеличится. Кроме того, в горах осуществляют работу погранзаставы Изми, Ляжги, Шон и Таргим, которая носит имя Сафарбека Плиева. Самая высокогорная погранзастава Бешт. Здесь самый популярный транспорт – лошадиный. Впрочем, у пограничников есть и другие помощники. Вот еще одни наши помощники, которые помогают нам доставлять грузы в определенные места. Недалеко от погранзаставы Таргим расположен стрелковый комплекс, где пограничники проводят учебные стрельбы и отрабатывают приемы рукопашного боя. Все военнослужащие, которые переводятся к нам из других подразделений, неважно, после срочной службы, с гражданки они пришли, все проходят специальную подготовку в плане рукопашного боя. Плюс важен такой момент, когда ходишь по горам, очень большие физические нагрузки, поэтому, соответственно, бег, как правило, на дальние дистанции, 5-10 километров. Пограничники также проводят и патриотическую работу. Например, они организовывают подробные экскурсии по погранзаставе для школьников, а в школах проводятся уроки мужества, где учащиеся приобретают навыки военной службы. Полной разборке автомата Калашникова приступить. Работа пограничников порой сопровождается большим риском. Этот монумент как символ самоотверженности пограничников. В 2002 году при выполнении служебного долга по охране российской границы в условиях плохой видимости в горах разбился вертолет Ми-8 с 12 пограничниками. В память о них в районе падения вертолета установлен монумент. Если в горах кто-то попал в беду, первыми приходят пограничники. Нередко случалось, что при возникновении стихийных бедствий первыми на помощь к пострадавшим приходили именно они. Уже спокойнее. В селе и вообще в районе, действительно, район приграничный, спокойнее с ними. Потому что они подозревают, если когда выпадают, проверят, знают уже, кто приехал, кто выехал. Благодаря их слаженной и непрерывной работе все мы становимся свидетелями, как на должном уровне охраняется госграница. Доказательство тому – стабильность и безопасность наших жителей. Залина Магушкова, Новости 24.